Когда мы говорим о сохранении природы, мы часто думаем, что решением экологических проблем должны заниматься государства, экологи, но только не я. К тому же мы редко задумываемся о том, как наши привычки влияют на окружающую среду. Это печально. Каждый должен понимать, вопрос сохранения природы касается всех и каждого по отдельности. Понятно, что в одиночку человек способен уберечь не так уж и много, но большое всегда начинается с малого. Это как с уборкой. Один человек не сможет привести в порядок целый город, но если каждый уберет собственный подъезд и небольшой участок перед домом, то город и село станут чистыми. В сохранении окружающей среды важную роль играют привычки и ответственное, осознанное поведение. Привычка, как поведение, ставшее для человека постоянным в его жизни, способна облегчить его старания. Каждый из нас должен понимать, что все экологические полезные привычки связаны с принципами «меньше потребляй и меньше сори». Только начав с себя, мы сможем спасти планету. Ребята, вот несколько практических советов, которые помогут вашей семье приобрести экологические привычки. Сократите потребление воды и газа. Поставьте счетчики воды и газа. Так будет легче контролировать расход и сэкономить не только воду, газ, но и деньги. Берегите воду. На время чистки зубов кран можно выключить. Просто налейте воду в стаканчик. Согласно исследованию Ольденбургского университета, только во время чистки зубов жители Германии расходуют 12 литров чистой питьевой воды. Если есть выбор между принятием душа и ванной, то выберите душ. Старайтесь утеплять дом. Это позволит сохранять тепло и сэкономить деньги на оплату счетов за отопление. Сократите потребление электричества. Используйте светодиодные лампочки. Они потребляют меньше электроэнергии, но дают больше света. К тому же они работают дольше, и их использование выходит дешевле обычных лампочек. Выключайте электроприборы полностью, так как при переводе их на режим ожидания они продолжают потреблять электричество. Передвигайтесь без автомобилей. Лучшей альтернативой автомобилю являются твои собственные ноги. Иди пешком в школу. Используй велосипед для осуществления покупок. Твое здоровье и тело улучшатся. Сэкономишь деньги и предотвратишь загрязнение. Каждый раз, когда гуляешь по тротуару или катаешься на велосипеде, и каждый раз, когда оставляешь свою машину дома, ты помогаешь замедлить глобальное потепление. Составляйте списки для покупок. Перед выходом в магазин делайте список только для необходимых покупок и следуйте ему строго-настрого. Чем больше покупаем, тем больше производим, для чего расходуются огромные ресурсы. Стоит всегда помнить, пластиковые пакеты вредят окружающей среде. Согласно международным исследованиям, в мире каждую секунду используется 160 тысяч пластиковых пакетов. Поэтому ходите в магазины с матерчатыми сумками, рюкзаками или корзинками для покупок, чтобы сохранить окружающую среду. По возможности откажитесь от батареек. Экологи советуют отказаться от устройств, работающих на одноразовых батарейках, так как для выпуска одного такого элемента используется намного больше энергии, чем оно в конечном счете способно дать другому прибору. Известно, что электроэнергия из батареек в 300 раз дороже, чем из розеток. Сортируйте мусор и не выбрасывайте его на улице. Приучитесь собирать за собой мусор где бы то ни было, особенно на дикой природе, в походе или пикнике. Не стесняйтесь делать замечания тем, кто мусорит на улице. Регулярно принимайте участие в общественном субботнике и убирайте небольшой участок возле собственного дома, школы и так далее. Мы уверены, что вы сможете изменить свои привычки в пользу сохранения природы.
Видеоролики разработаны при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.